Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Лина Зинатуллина. Вот о чем сегодня расскажем. Циркулярная экономика и работа в кластерном формате. Очень приятно, что сегодня наша республика выбрана. О чем говорили сегодня участники международной конференции TCI в Казани, расскажет Салават Мухаммадуллин. Больше 3000 уведомлений с ошибками в табличках на татарском языке прислали на конкурс. Очень бросаются в глаза такие грубые грамматические ошибки. Какие чаще всего ошибки находят татарстанцы, расскажет Вероника Гайнудинова. К приему детей готовы? Здесь мы будем молодежи готовить к 2025 году чемпионов. Как всего за полгода можно построить детскую мечту, выяснила Юлия Гоголева. Вышли из отпуска. Когда отсутствие двухмесячное, оно на пользу никому не идет. Все-таки играет реакции. Насколько Синтез готов к Лиге чемпионов, узнал Дмитрий Аренин. Рустам Минниханов сегодня избран председателем Совета директоров компании «Туполев». Такое решение приняли на заседании акционерного общества. Отметим, что в структуру корпорации входит Казанский авиационный завод. Сейчас на нем идет возобновление серийного производства ракетоносца Ту-160. Также сегодня в Казани обсудили развитие всего авиакомплекса Татарстана. Какие планы и перспективы, узнаем из репортажа. Я, ваш покорный слуга, вношу предложение избрать председателя директоров представителя Минниханова. Против, передаем вам бразды правления. Так, единогласно Совет директоров корпорации «Туполев» избрал Рустама Минниханова своим председателем. Отметим, что этот авиахолдинг, входящий в структуру Ростеха, объединяет конструкторское бюро в Москве и Казанский авиационный завод. Кто не думал, какие таблицы, для нас авиационный завод, он стратегический, и вообще авиационная промышленность. Сейчас Казанский авиазавод выполняет гособоронзаказ. Идет возобновление серийного производства ракетоносца Ту-160. Как отметили, проект требует не только серьезных инвестиций, но и привлечения производственных кадров, создания условий для работников и их семей. Сейчас на заводе трудятся более 8000 человек. Крайне важна всесторонняя поддержка руководства республики. Какие вопросы у нас возникают, и локальные, местные вопросы тоже в интересах предприятия, в интересах акционеров Туполев будем вместе решать. Поэтому спасибо за доверие. Будем трудиться во благо авиационной промышленности Российской Федерации. Как отметил во время своего визита в Казань Сергей Шойгу, до 2028 года Казанский авиазавод имеет контракты на 364 миллиарда рублей. Когда едете менять резину зимнюю на летнюю, вы куда едете? Шиномонтаж? Так вот, для нас тот самый шиномонтаж – это казанские заводы. Там, где нам надо менять то, что выходит из строя. Потом продолжается модернизация многих самолетов. Идет программа по самолетам Ту-22. Для нас делаются здесь самолеты Ту-214. Здесь же проходит ремонт и полную модернизацию самолета Ту-95. Ракетоносец Ту-160 весной этого года уже передан на летно-испытательную базу. Глубоко модернизированный Ту-22М3М уже успешно завершил первый этап предварительных испытаний. Радик Фархулин, Дмитрий Аренин, Марат Хусаинов, ТНВ Казань. Больше 3000 ошибок в названиях и вывесках компаний и организаций на татарском языке нашли татарстанцы. Самых внимательных и грамотных сегодня наградили в Госсовете. Победителями республиканского конкурса стали 10 человек. Участникам нужно было сфотографировать табличку с ошибкой и отправить в народный контроль. Каждая вторая уже исправлена. Вероника Гайнудинова составила топ-5 ошибок. Когда вот проходил, краем взгляда заметил ошибку на этой табличке. Здесь было написано «Хор-Кунне». Я его сфотографировал и отправил в народный контроль. И спустя месяц появилась новая табличка, уже без ошибок. Ирак Хайруллин из Челнов находит ошибки в названиях на татарском языке. И у себя в Автограде, и здесь в Казани. Начал обращать внимание на вывески уже давно, а тут узнал о конкурсе и отправил больше 200 фото. Много было выявлено ошибок у меня по улице Хади Такташа, имени Хади Такташа, поселок Зябь. Там по этой улице где-то 40-50 домов, на татарском языке хата.
Вот с такой буквой было написано имя Хади Такташа. Исправили все. Имена людей, в честь кого названы улицы, практически не пишут на татарском, говорит Гульназ Титова из Елабуги. Это самое частое нарушение в муниципалитетах. Кроме того, при переводе не используют татарские буквы. Вот здесь на вывеске аптечного пункта вместо «ы» в слове «бюлеге» написали «у». Пишут почему-то автомобилистар урама, а это же надо хотя бы автомобильщилер урама. И это в этой улице, в каждом доме. А представьте, сколько там домов. Это можно было каждый дом фотографировать и отправить можно было. На шоу 93 чаще всего встречается, когда ошибки в словах и когда вообще нету на татарском языке перевода. Школьники, студенты, учителя, журналисты, заводчане полгода выявляли такие ошибки и отправляли в народный контроль. Итог – больше 3000 уведомлений. Те нарушения, которые сегодня обозначены, конкурс, который нами объявлен, на устранение вот этих ошибок. Их, в принципе, при соблюдении закона не должно быть. Да, есть бизнес, коммерческие структуры, которых мы обязывать не можем, а там уже мы должны работать с персоналом, с людьми, руководителями, учредителями этого бизнеса, чтобы у них в душе было уважение к татарскому языку, который в том числе в Татарстане является государственным языком. Вывески с ошибками активисты находят и у госучреждений, и у частных организаций. Прежде чем вывеску это сделать, надо согласовать, и есть специалисты. Я еще раз называю Институт языка и литературы искусства имени Галимджана Ибрагимова, Академии наук нашей республики. Согласуйте, посмотрите, тогда не будет никаких ошибок. Сегодня победители предложили и свои варианты решения этой проблемы. Создать реестр топонимов на 2 языках, чтобы избежать ошибок. Например, в названиях улиц. Еще один вариант – организовать специальную комиссию, которая будет утверждать вывески. Победители получили смартфоны, чтобы и дальше фиксировать ошибки. Вероника Гайнудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Завтра в России начнутся выборы депутатов Госдумы. В этом году они будут идти 3 дня – пятница, суббота и воскресенье. Президент России Владимир Путин сегодня призвал жителей страны принять активное участие в предстоящем событии. Он подчеркнул, все заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли деятельные и авторитетные люди, способные выполнять свои обещания. По случаю предстоящих выборов к татарстанцам обратился и президент Рустам Минниханов. Хурматлы ватандашлар, уважаемые татарстанцы. В ближайшие 3 дня нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Это важное событие определит вектор развития страны на предстоящие 5 лет. Татарстан традиционно имеет весомые представительства в Государственной Думе, активно участвует в реализации федеральных проектов и программ. Бүгін Татарстан яшәү һәм эшләү өчен уңайлы, тотрыклы һәм уңышлы төбәк. Милләтара һәм динара тынычлыгы безнең горурлык. Нам поступило большое количество предложений избирателей. Это предмет особой заботы всех органов государственной и муниципальной власти. Дорогие друзья, призываю вас проявить активную жизненную позицию, прийти на избирательный участок с 17 по 19 сентября и сделать свой выбор в пользу кандидатов, которые своими реальными делами способствуют развитию Татарстана. Кадерлі дуслар, барыгызга да исәнлек, саулык, бәхет һәм имин тормыш телим. В Казани по национальному проекту «Жилье и городская среда» построили еще один детский сад на 120 малышей. Он расположен в жилищном комплексе «Весна». Записывать детей туда начали этим летом, и уже сейчас, еще до официального открытия, здесь нет свободных мест. Сегодня в учреждении побывал мэр Ильсур Мешин. Он провел здесь выездное совещание по реализации нацпроектов. Сделали условия для ребенка как дома, то есть и уголки уединения. В новых садиках и требования к организации пространства современные. При проектировании учитывали пожелания психологов, чтобы ребенку было как дома. И даже мебель здесь особенная, все углы сглажены. Без уголков, да? Без уголков, да. Все ровненько. То есть зонировано и конструирование, парковочное место. Садик «Веснушка» в этом жилом комплексе построили всего за полгода по национальному проекту «Жилье и городская среда». 167 миллионов рублей выделили из федерального и республиканского бюджетов. Официально этот детский сад еще не открыт, но к приему детей здесь фактически уже все готово. И даже батареи горячие. Как ожидается, здесь будет работать 6 групп, 2 из которых особенно востребованные для детей раннего возраста
с 2 до 3 лет. В этом году в Казани построили 9 детсадов. На следующий запланировали еще 8. Появятся и новые школы. 4-я по счету в Салават-Купере, Вазина и в ЖК Светлый. Во многом это стало возможным благодаря участию в национальных проектах. Благодаря реализации национальных проектов по итогам 2 лет в рамках национального проекта образования, жилье и городская среда построено уже и введено в эксплуатацию 5 общеобразовательных школ на 6397 ученических мест. В рамках национального проекта «Демографию» уже построено 19 дошкольных образовательных организаций на 4370 мест. Город развивается, детей рождается все больше, поэтому требуются новые соцобъекты. Сейчас в Казани 148 тысяч школьников. К 2025 году их станет уже 200 тысяч. В городе предусмотрены 40 участков для строительства школ и детсадов. Сегодня выработано есть понятие механизм включения в национальные программы этих школ, детских дошкольных учреждений. Единственное, нужно входить с новым проектом. И здесь, уважаемые коллеги, заместители Ильдар Саидзянович, Гузель Рамзильевна, Игорь Владимирович, наш Рустем Гильфанович, глава, я прошу, чтобы мы своевременно эту работу опережающими темпами готовили и своевременно вносили с тем, чтобы попадать во все национальные проекты. Только в Казани на реализацию нацпроектов за последние 3 года направили больше 26 миллиардов рублей. На эти деньги строятся школы и дороги, благоустраивают общественные пространства. Юлия Гоголева, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. 21 машина 17 районам. Сегодня в Казани вручили автомобили медикам. 19 «Газелей» и 2 внедорожника отправились в сельские ФАПы и амбулатории. Все оснащены медоборудованием отечественного производства. Внутри аппараты ИВЛ, электрокардиографы, кислородное оборудование. Все для помощи пациентам. На этих машинах можно будет не только доставить человека до больницы, но и контролировать его состояние в дороге, даже по бездорожью. Понятно, что в сельской местности порой, скажем, доступность наших учреждений здравоохранения зависит именно от скорости доставки больного в учреждение. Поэтому это сегодня очень важно. Мы очень рады тому, что часть машин имеет шасси высокой проходимости, хотя многие села у нас уже имеют асфальтовое покрытие. Иногда возникают проблемные вопросы по бездорожью, в полях, в лесах. И эти машины нам крайне необходимы. У 51 жителя республики подтвердился диагноз ковид за минувшие сутки. 22 человека госпитализированы, сообщает оперативный штаб. Больше всего заражений по-прежнему в Казани. Здесь 26 случаев, в Челнах 16. В России за сутки выявлено 19 594 новых заболевших. Это значительный рост. Привились на сегодня в республике 1 049 000 человек. Больше 905 тысяч из них получили второй компонент. Как отложенный спрос подстегнул выдачу жилищных кредитов в Татарстане и что будет с ценами, читайте в интернет-газете «Реальное время». Как сократить выбросы углеродов, перерабатывать вторсырье по новым технологиям и перейти на зеленую экономику. Об этом сегодня говорили на международной конференции TCI. Она началась накануне, сегодня основной день форума. Здесь руководители крупнейших нефтяных и химических предприятий Татарстана и России, представители компаний из 33 стран. На пленарную часть приехал Рустам Минниханов. О новых технологиях и проблемах инновационной экономики Салават Мухаммадулин. Модератор и половина гостей выступают на английском. В онлайн президент Всемирного экономического форума. Главные спикеры – Рустам Минниханов, министр инновационного развития Узбекистана, руководители Татнефти и Сибирхолдинга. Это пленарная сессия международной конференции TCI. В 2015 году стратегию развития республики до 30 года мы заложили кластерный подход социально-экономического развития республики. Она базируется на таких кластерах, как нефтегазовый, химический комплекс, машиностроение, энергетики. Они создают запросы на инновации, внедрение научных разработок, кооперационные связи. Кластер значит объединение. Так, в связке компании и организации начинают работать над более крупными и
глобальными проектами. В Татарстане есть ТАИФ, Татнефть, Сибур. Это наши ключевые партнеры. Сейчас в мире активно развивается именно государственно-частное партнерство. Хотя мы стоим на мировом перепутье, возникли проблемы, пандемия, климатические изменения. Нам нужно к ним адаптироваться. В качестве примера сегодня на конференции Татнефть рассказала о проекте углеродно-нейтрального поселка на 150 человек. В нем системы жизнеобеспечения будут работать на основе биотоплива, то есть из того, что растет рядом. Другой проект – биодобавки в топливо. Технология проходит испытания. Новая экономика, новые мотивирующие инструменты, которые применяются для того, чтобы люди быстрее осознавали и переходили к этой новой экономике. И часть из них это связано как раз с трансуглеродными налогами. О работе над снижением углеродного следа рассказал и председатель правления Сибурхолдинга Дмитрий Конов. Мы вместо того, чтобы покупать углеводородное сырье у двух крупных производителей по большим контрактам, мы работаем с 32 региональными операторами по обороту мусора, которым мы даем контракт на извлеченную из общего мусора отсортированную бутылку, которая поставляется нам. Это совершенно другая модель. На тему инновационной экономики выступил профильный министр Узбекистана. Сейчас в этой стране 60% населения моложе 30 лет. 18 миллионов трудоспособной молодежи, для которой нет рабочих мест. Поэтому здесь взялись за создание экосистемы стартапов, строительство университетов и создание технопарков. Нужно иметь целую экосистему, а не только проводить научные реформы. Мы определили для себя программу устойчивого развития. Задача – войти в топ-50 экономик мира. И главная миссия – развитие человеческого капитала. Завтра, в третий день конференции, участники разделятся на группы, и у каждой будет свое направление. Например, циркулярная экономика, кластеры и национальные и региональные стратегии. Результаты TCI в Казани будут подводиться в течение 3 лет, глядя на инвестиции в республику, количество туристов и эффект от налаженных контактов и связей в ходе конференции. Салават Мухаммадуллин, Алмазиадинов, ТНВ, Казань. Сегодня в Доме правительства прошло заседание Совета директоров Татспиртпрома. Провел его премьер Алексей Песошин. Обсудили результаты деятельности компании за первое полугодие. В этом году реализация продукции увеличилась на 8%, выручка на 23%. Это позволило компании снизить долговые обязательства. Больше Татспиртпром стал в этом году продавать продукции и за рубежом. Уплаченный акциз во все уровни бюджета превысил 10 миллиардов рублей. Следующая сессия Госсовета состоится 23 сентября. Такое решение приняли сегодня на заседании Президиума. На повестке 26 вопросов. Один из главных – инициатива о внесении изменений в правила направления средств мат-капитала на улучшение жилищных условий участниками программы соципотеки. Депутаты обсудят обращение к премьеру Михаилу Мишустину. Татнефть представила новую грантовую программу для социального развития территорий. Компания направит 1,5 миллиарда рублей на 4 приоритетных направления – образование, медицина, культура и благоустройство. Об этом стало известно на общественном совете Татнефти. На общественном совете Татнефти презентовали новую уникальную грантовую программу. Компания выделит 1,5 миллиарда рублей на 4 приоритетных направления – образование, здравоохранение, культура и развитие территории. Те, кто получит гранты, они должны будут нам показывать, во-первых, итог нашей этой общей деятельности. И главная цель, чтобы качество жизни в нефтяном регионе у нас повышалось. Так в Альметьевске приступит к проектированию перинатального центра, а в Леногорске уже строят Ледовый дворец. В компании подчеркнули, что грантовый проект – это не благотворительность, а социальные инвестиции, поэтому районы должны искать софинансирование своих проектов. Рустам Нургалиевич Минниханов, он и как председатель Совета, и как председатель Республики, тоже поддерживает все наши инициативы. И когда мы с ним беседуем, он тоже интересуется именно этой обратной связью. Встречались, говорили, о чем говорили, на чем сконцентрироваться. Одной из задач, которая, наверное, стоит перед нами, это, наверное, создать те условия, чтобы молодежь наша не уезжала с нашего юго-востока края, а наоборот оставалась здесь. Муниципалитеты могут подавать заявки уже с 20 сентября, а результаты конкурса планируют объявить в декабре. Сегодня в центре Казани на улице Татарстана открыли мемориальную доску заслуженной артистки России, народной артистки Татарстана Вафире Гизатуллиной. В этот день, 20 лет назад, она трагически погибла в автокатастрофе. На церемонию открытия памятной доски приехали родные, друзья, коллеги певицы, общественность города. В этом доме она прожила 19 лет. Доску с барельефом артистки создал скульптор Фаниль Валиуллин. Вафира Гизатуллина внесла большой вклад в популяризацию камерной музыки, была первым исполнителем многих песен и романсов татарских композиторов.
Мама жила для своего народа, для татар, поднимала татарский язык, боролась. И каждый концерт у нее заканчивался песней «Туантель». И весь народ вставал. Именно мама подняла народ, и он пел эту песню как гимн. Очень талантливый человек, очень много песен хороших. Вот мы сегодня слушаем. И я вот каждая песня, это вот как-то вот от сердца идет. Все. Очень большая потеря. Сегодня в Казани обсудили положение о присуждении степени доктора исламских наук. Оно было принято 24 мая исламскими высшими учебными заведениями России. Сегодня в стране открыто 80 исламских учебных заведений, из них 45 входят в Совет исламского образования. Но при этом получить степень доктора исламских наук можно только в Булгарской академии и Дагестанском исламском университете. Сейчас Совет по исламскому образованию обсуждает вопросы организации Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по исламской теологии в России. Даже говоря о нынешнем документе, он начинался с конца 2020 года. То есть практически целый год шла разработка, апробация, консультирование для создания данного документа. Наши выпускники на уровне бакалавриата, на уровне и докторов исламских наук, они будут соответствовать тем международным требованиям, которые принято сегодня в исламском мире. Более 5000 предложений собрало Министерство молодежи по итогам автобусного тура по селам республики. Он получил название «Время возможностей». С 22 августа его участники обсуждали с молодежью, как улучшить жизнь на селе, какие нужны ресурсы, чтобы ребята не уезжали из деревень. В прошлые годы Минмолодежи выезжала по райцентрам. В этом году Рустам Минниханов поручил отправиться в тур по селам. Он завершился сегодня. Менее чем за месяц участники посетили 100 сельских поселений. И топ запросов возглавила тема благоустройства и социальной инфраструктуры. Вот есть памятник, например, вот его привести в порядок. Вот есть клуб, но вот было бы хорошо, чтобы там скамейки появились. Да? То есть это связано все-таки с таким вот как проекты такого хозяйственного толка, что ли. Да? Чтобы вот это вот быт, чтобы он был более комфортным. Причем не только для себя. И там не только проекты, которые можно назвать чисто молодежными. Они от молодежи, но касаются в целом вот села. В предстоящие выходные у Дворца земледельцев пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». В программе чаепития, дегустация блюд разных стран, выступления национальных коллективов и мастер-классы от лучших шеф-поваров России. Акцент на продвижение продуктов из Татарстана. Все фермерские товары будут отмечены специальной маркировкой. Кульминация – кулинарная битва бабушек против шеф-поваров. С браслетом «Я проголосовал» можно будет получить дополнительную скидку и приятные бонусы. Мы по линии ассоциации ведем такую политику и предложение вносим о том, чтобы в эти дни в рамках самого ресторана в зале проводились мастер-классы по национальной кухне, которые они предлагают, и этим самым угощают тех гостей. В Казани сегодня открылся первый шахматный клуб Анатолия Карпова. На церемонию гроссмейстер приехал лично. Это целый учебно-научный центр игр, где будут как повышать свой уровень игры шахматисты, так и проводиться соревнования. Анатолий Карпов не нуждается в представлении. Он трехкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин, обладатель 9 шахматных «Оскаров». Свою первую в Казани школу он открыл совместно с КФУ. Она будет располагаться в спортивном блоке университета. Продолжаем эти традиции. Шахматные традиции Казани, Казанского государственного университета. Я уверен, что у студентов и жителей Казани этот центр будет пользоваться особым спросом. Ватерпольный «Синтез» готовится к старту в новом сезоне Лиги чемпионов. Розыгрыш начнется на следующей неделе. Этот международный турнир нашему чемпиону страны и обладателю Кубка России еще не покорялся. Казанская команда недавно вышла из отпуска и провела 2 игры в чемпионате России. Насколько «Синтез» готов ко встрече с европейскими грандами и какие турнирные перспективы, узнал Дмитрий Аринин. У нас пока не работает ни оборона лишнего, у зеленых вообще проходной двор. После отпуска «Синтезу» не хватает командной игры и пока много ошибок, отмечают тренеры. Предстоящие тренировки должны это исправить. Редко команда сразу входит в сезон. Это потому что отсутствие двухмесячное, оно на пользу никому не идет. Все-таки игра – это реакция и мозга, и рук, и ног, и должно быть все правильно, должно сойтись. В
межсезонье «Синтез» сохранил костяк команды, плюс коллектив пополнился своими молодыми воспитанниками. Да ничего не развалилось, просто сейчас наигрываем связи и уверен, что все будет в порядке. В квалификации Лиги чемпионов соперниками казанской команды станут клубы из Венгрии, Черногории, Греции, Литвы и Турции. Как отмечают, казанцам по силам пройти в следующий раунд. Команда очень сильная. Первую квалификацию, в общем-то, мы должны выйти из группы. Задача на европейский сезон, хотим попробовать побороться за Кубок Лен-Трофи. Матчи квалификации пройдут с 22 по 26 сентября в Черногорской Подгорице. Для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов «Синтезу» необходимо войти в 4 лучших команд своей группы. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. А на этом пока все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. До встречи. Здравствуйте. Холодный арктический воздух распространился по Татарстану. Температурный фон ниже нормы. О погоде на пятницу прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево облачность сохраняется, не исключены дожди. Холодно. Днем всего +8. Не станет теплее в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Преимущественно без осадков. Пониженный температурный фон наблюдается в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Местами небольшой дождь. Прохождение холодных атмосферных фронтов скажется на погоде и в Арске, в Кукмаре, Балтаси. Будет холодно, без существенных осадков. В Болгаре, Држаном, Буинске температура воздуха +10, осадки не прогнозируются. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше прохладная погода сохраняется. Местами небольшой дождь. В последующие дни будет также холодно. Аномально жаркое лето било рекорды. Теперь черед осени нас удивлять аномальным холодом. Температурный фон ниже нормы, и в ближайшее время изменений в погоде ожидать не приходится. Одевайтесь теплее, берегите свое здоровье. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В «Доктор Ост» пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. 17 сентября в Казани будет облачно. Утром местами дождь. Температура ночью +7, а днем всего 10 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хорошего настроения и до свидания.